Привет, друзья! Вы на канале «Бизнес-идеи по-новому». Предлагаю вашему вниманию десятку лучших бизнес-идей для мини-производства, которые можно организовать в условиях небольшого цеха или гаража. Модульные картины. Модульные картины – модный тренд в украшении домашнего и офисного интерьера. Данная продукция пользуется хорошим спросом и приобретается как в качестве подарка, так и просто для оформления стен, например, для семейного фото. Модульные картины производятся из подрамников и тканей, на которую наносится изображение. Технология производства не сложна, и освоить ее может каждый. Готовые подрамники закупаются у частных мастеров по дереву или приобретаются в магазинах, а изображение на ткань печатается с помощью обычного плоттера. Реализуются модульные картины через индивидуальные заказы, специализированные магазины и гипермаркеты, а также в формате живой рекламы на оживленных улицах. Розничная цена на модульные картины начинается от 4000 рублей. Несложный бизнес, который организуется в условиях небольшого цеха. Деревянные поддоны. Деревянный поддон – крайне востребованный товар в логистике. Почти каждое промышленное и торговое предприятие, реализующее продукцию большими партиями, нуждается в поддонах, которые значительно облегчают погрузку и разгрузку товаров. В небольших гаражных масштабах поддоны делаются вручную с помощью пневмомолотка. Главная сложность – произвести те самые тоненькие дощечки, формирующие каркас изделия. Для нарезки таких досок используются специальные многопильные рамные станки, средняя цена которого 500 тысяч рублей. Примерная себестоимость одного деревянного поддона составляет 120 рублей, тогда как розничная минимум 200. Навар от 80 рублей с одного поддона, производство 100 поддонов в день будет приносить порядка 8000 рублей. Гробы из ДСП. Можно сказать, стопроцентным вариантом является бизнес-идея производства гробов из ДСП или других дешевых материалов. Ритуальные услуги всегда пользуются спросом, независимо от кризиса. Дорогие гробы могут не пойти, а вот бюджетные – эконом. В условиях кризиса будут раскупаться только так. В качестве каркаса эконом-гроба применяют ДСП, а обшивают бархатом или тканью. Затраты на производство единицы продукции составляют 2-3 тысячи рублей. Заказчику такой вариант обходится в 4-6 тысяч рублей. Садовые фигуры. Неплохим спросом в весенне-летний период пользуются садовые фигуры для украшения приусадебных и дачных участков. Технология изготовления таких изделий предельно проста и сводится к заливке предварительно подготовленной смеси в готовую форму. После высыхания фигуры ее остается только покрасить пульверизатором. Единственная сложность в данном случае – купить те самые формы, которые стоят недешево. Изготавливают садовые фигуры из гипса, более дешевый вариант – бетона или полистоуна. Рентабельность бизнеса на производстве садовых фигур оценивается в 35%. Железобетонные кольца. Неплохой идеей для малого бизнеса является производство железобетонных колец. Данный товар крайне востребован при строительстве колодцев, вентиляционных шахт и мостиков. Ввиду того, что кольца достаточно тяжелые и их доставка крайне дорогое удовольствие, крупных производителей данной продукции не так много. А значит, и нет огромной конкуренции и давления со стороны федеральных игроков. Это один из лучших товаров для малого производства. Что привлекает в данной идее, так это относительно недорогой старт и понятная технология. Минимальный комплект оборудования, включающий бетоносмеситель, виброформу и вибросито, обойдется примерно в 150 тысяч рублей. Канализационное ЖБ-кольцо диаметром 1 метр по себестоимости выходит 800-1300 рублей. Минимальная же цена реализации составляет 2000 рублей. Наценка около 100%. Полиуретановые формы. Одна из самых подходящих идей для домашнего мини-производства – изготовление силиконовых или полиуретановых форм. Такие формы чаще всего применяют для производства декоративного камня. Технология достаточно проста, а из оборудования в основном требуются только руки мастера. Для начала покупается образец, по которому будет производиться будущая матрица – форма. Всех проще скопировать образцы из натурального камня. Первое, с чего начинают – нарезают образец камня тонким слоем и наклеивают на ровную поверхность. Затем создается опалубка для заливки полиуретана. Герметизируются стыки. После того, как мастер-модель готова, на поверхность модели наносится разделительное средство. Далее приготавливается полиуретановая смесь. Полученную смесь заливают в модель и выдерживают 4-5 часов. Форма готова. Розничная цена силиконовой формы начинается от 1800 рублей. Наценка не менее 100%. Торты на заказ.
Проверенной идеей домашнего мини-производства является изготовление тортов на заказ. Идея как нельзя лучше подходит для любителей домашней выпечки. С появлением социальных сетей рекламировать такой бизнес стало в разы проще. Такие торты чаще всего заказывают на дни рождения, юбилеи, свадьбы и на корпоративные мероприятия. Стоит при этом учитывать, что изготовление тортов на заказ носит сезонный характер. Больше всего заказов приходится на весенний период, тогда как летом наступает тишина, поскольку люди разъезжаются по отпускам. Рентабельность данного бизнеса оценивается в 70%. Домики-полки. Крайне модным в последнее время считается украшение детских комнат домиками-полками. Эта мини-мебель сочетает в себе сразу две полезные функции. Во-первых, эта штука классно смотрится, а во-вторых, на нее можно положить игрушки, цветы, разную мелочь и прочее. При этом домик-полку можно не только ставить на пол, но и вешать на стену. Таким образом, он вообще не будет занимать место. В общем, товар пользуется повышенным спросом, его заказывают в интернете и покупают в мебельных магазинах. Производство домиков-полок – отличный вариант для небольшого семейного бизнеса, который можно организовать фактически в гаражных условиях. Подушки для беременных. Подушка для беременных – специфичный товар, который покупается как следует из названия только по конкретному поводу, но это не делает его низкорентабельным. Наоборот, наценка на подушки для беременных в разы выше, чем классические варианты. Так, цена обычной подушки из искусственного наполнителя составляет в среднем 500 рублей, тогда как для беременных не менее 1100. При этом материал и наполнитель по сути один и тот же. От обычных подушки для беременных отличаются своей необычной конструкцией, которая может принимать форму подковы или рогалика для поддержания головы и живота. Основное назначение таких подушек – максимально удобно подстроиться под тело человека и обеспечить комфорт во время отдыха. Для малого производителя данный товар интересен тем, что его, в отличие от обычных подушек, очень часто покупают в интернете, поэтому со сбытом гораздо меньше проблем. Металлические печи-буржуйки. Востребованным товаром для частных домов и бань являются металлические печи. Разнообразные камины, буржуйки ставят даже в гаражах. Нередко такие печи требуют индивидуального подхода. Каждому клиенту нужны свои размеры и примочки. Поэтому помимо общепринятых стандартов, можно производить печи под заказ. Соорудить небольшую печь под силу одному человеку в условиях мини-цеха. Из материалов потребуются листы металла, трубы, а из инструментов – сварочный аппарат, защитная маска, молоток, набор электродов и болгарка. Заработок с одной проданной детали во многом будет зависеть от дороговизны закупаемого материала, ну и торговой наценки соответственно. Так, на производстве элементарной банной печи может уйти 3000–6 тысяч рублей, тогда как реализовать ее можно по цене от 10 тысяч рублей. Уважаемые зрители нашего канала, мы даем только направление в выборе бизнес-идеи. Решение об окончательном выборе остается за вами. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Благодарим вас за то, что вы с нами.